Ход реализации национальных проектов в Коми обсудили на совещании под руководством полпреда президента России в Северо-Западном федеральном округе Александра Гуцана. Как отметил полномочный представитель президента, после ограничений, связанных с коронавирусом, ситуацию в экономике республики удалось стабилизировать. Он отметил рост инвестиций в основной капитал по отношению к 2019 году на 11,5%. Почти на 15% вырос объем продукции сельского хозяйства. Постепенно выравнивается сложная ситуация по безработице. Этому способствовали как региональные, так и федеральные меры поддержки, активное взаимодействие региона с федеральным центром, подчеркнул Александр Гуцан. Участники совещания отдельное внимание уделили национальным проектам здравоохранения, демография, образование и жилье и городская среда. Так нужно ускорить завершение строительства ФАПов, а учреждения медицины нужно кадрово укрепить. Мы заверили Александра Владимировича, что до конца этого года сельские поселения обретут 19 новых ФАПов. Параллельно занимаемся кадровым вопросом, чтобы к моменту открытия пунктов оказывать медицинскую помощь жителям уже был готов и медицинский персонал. Меры поддержки для привлечения кадров расширяем. У дипломированных специалистов должны быть стимулы к работе на селе. Все задачи, которые поставлены нам полномочным представителем президента, будут выполнены. Затронули на совещании тему жилищного строительства. Так было предложено применять комплексный подход, то есть при заключении контракта на отвод земель в обязательство застройщику включать обременение на строительство социальных объектов, будь то детский сад, поликлиника или школа, с последующим выкупом их администрации муниципалитета. А вопросы исполнения поручений президента России, бюджетной политики, развития арктических территорий, моногородов Инты и Воркуты, защиты прав дольщиков и ряд других Александр Гуцан и Владимир Уйба обсудили уже в ходе рабочей встречи. Один из самых актуальных сегодня вопросов – бюджет. В Коми он дефицитный. Республика подала в Минфин России заявку на компенсацию финансового разрыва. Благодаря решению президента России Владимира Путина, которое он озвучил в своем ежегодном послании Федеральному собранию, большим подспорьем для нас станет возможность перевода коммерческих кредитов в бюджетные. Это позволит реструктурировать государственный долг, отметил Владимир Уйба.